Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто за вами следит? Кто за вами наблюдает? Кто это человек и с какой целью человек осуществляет слежку за вами? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, а вы интересная личность. Смотрите, здесь не один человек за вами наблюдает и следит. Здесь 3 человека очень сильно интересуются вами и вашей жизнью. Возможно, у кого-то отыграется прям все 3, да, в реальном времени за вами следят. У кого-то отыграется один из тех персонажей, который вышел. Все-таки у нас общая отсыпка, да, и так может отыграться. Но давайте пойдем по порядку. Я хочу начать вот с этой женщины. Именно женщина вышла. Женщина, которая точит ножи в вашу сторону. То есть это женщина недоброжелатель, либо женщина-соперница, либо женщина-враг. Этой женщине очень интересно, что с вами происходит, что происходит в вашей жизни. Такое впечатление, что она ищет какие-то ваши слабые стороны, да, места, куда можно больнее ударить. Да, вот она точит ножи, стоит вот так вот и точит ножи в вашу сторону. Женщину вы эту 100% знаете, вы уже как догадались, о ком я говорю, 100% догадались. Да, это именно она. И да, у нее очень дурные намерения. Очень дурные намерения. Смотрите, эта женщина способна на все. Она вас одновременно и боится, и ненавидит. Понимаете, какое страшное ощущение? И бояться, и ненавидеть. Она себя чувствует, как будто бы ее загоняют в угол. Может быть, вы соперничаете по работе. Может быть, вы соперничаете в любви. Может, в принципе, у вас там отношения с ней не сложились, а она немножко там не от мира сего. И вот у нее на фоне ее этого болезненного состояния вот рождаются такие мысли. Ну, как бы там ни было, все, что она о вас узнает, все, что она вас изучает, для нее это каждый раз, как вы знаете, серпом по причинному месту. Она понимает, что вы человек сильный, что вы человек честный, порядочный, к вам не подкопаешься. И у нее практически нет ни одного шанса причинить вам какой-то вред, либо осквернить ваше доброе имя. И это ее реально бесит. У нее тут такие мысли нехорошие в вашу сторону. Знаете, вот там что-то на вас сделать. Кто-то думает, что в магию можно на вас навести, там порчу какую-нибудь, проклятие сделать, крадник. А у другой наоборот, вот как-то вас подставить, оклеветать, осрамить перед всеми, да, вот такие мысли. Вот ей очень хочется, чтобы вам было плохо. Ей очень хочется, чтобы вам было больно. Ей очень хочется, чтобы вы, в принципе, исчезли. Вот такие мысли у нее. Но женщина не знает одной вещи, которую я вижу в этом песке. Я вижу, что вы под зонтиком находитесь, и зонтик достаточно мощный. Этот зонтик над вами держит высшие силы, то есть они вас защищают. И эта женщина каждый раз, посылая в вашу сторону дурные мысли, да, преследует дурные мысли, там, желания дурные в вашу сторону, она на себя накликает очень много беды и горя. Ну вот есть такие глупые люди, которые, как говорится, ничего не боятся, а потом, когда получают мощный бумеранг, либо наказание получают, да, они так руки к небу воздают и говорят: ну что, за что, я такая несчастная. Ну вот есть за что. Кстати, женщина, она очень сильно хотела бы быть как вы, либо стать вами. Но это нереально, не из того теста она сделана. Она какая-то, знаете, дешевка, да, из каких-то, как там, второй сорт, да, третий сорт, из таких людей. И вот смотрите, сколько бы она вас не изучала, она только лишь приходит к выводу, что вы совершенны, что вы идеальны.
и что у нее практически нет ни одного шанса, да, что-то с вами сделать. И это ее, конечно, очень сильно бесит и выводит из себя. Этот зонт, видите, он стоит над вами, никуда он от вас не девается. Кстати, он не только над вами стоит, но и над теми, кого вы очень-очень любите. То есть это ваша семья, ваши дети, ваш близкий человек. Вот эти ножи свои она будет точить, пока их просто не сотрет в крошку, в пыль не сотрет. Вот я вижу, что она ничего вам сделать не сможет, кроме как какие-то мелкие пакости. Сейчас я еще на оракуле посмотрю по поводу этой женщины, информацию и по поводу того, что с ней будет, да, потому что здесь я не вижу, чтобы она вас могла проткнуть одним из своих ножей. Вот у нее не получится, потому что вы под зонтом, под мощной защитой высших сил. Так, что за женщина, что за персонаж? Вот, видите, несчастная, такая вся бедная, кстати, любит прибедняться, типа денег у меня нет, и любит красиво одеваться. И вообще, может быть, она даже живет непосредством. Вот, и опять же, там за деньгами аж трусится. Тут какой-то либо мужчина, либо действительно должность. Вот ей хочется обратить на себя внимание, ей хочется, чтобы ей что-то досталось. Либо работа хорошая досталась, да, чтобы начальник обратил на нее внимание, либо чтобы ей мужчина достался хороший. Может быть, ваш мужчина. Нет, ничего у нее не выйдет. Ничегошеньки у нее не выйдет. Смотрите, ей обломится насчет вас, потому что вы неприступная башня. Понимаете, вот этот зонтик, да, неприступная башня. Вас не достать, вам не навредить. Эта женщина, она скоро поймет, что не удастся вам причинить зло. И она переключит свое внимание на какую-то другую девушку. И с ней будет конкурировать, да, либо с ней враждовать начнет. А от вас она отстанет. От вас она 100% отстанет. И это хороший знак на самом деле. Давайте посмотрим еще, как вам с этой женщиной поступать. Либо как к ней относиться, как себя вести. Вот что правильно. Шикарно. Знаете, если дословно прочитать эти карты, не обращай внимания на больных. Не обращай внимания. Живи своей жизнью. Будь такой, какая ты есть. А на больных не обращай внимания. Не обращай. Все, ничего не будет. Не бойтесь ее. Ничего она вам не сделает. Вы под надежной защитой. Вы очень хороший человек. И не морайте руки об это ничтожество. Так, идем дальше. Кто за вами следит, кто наблюдает? Здесь вышел мужчина. Мужчина, который, он сейчас не рядом с вами. Вы не вместе с этим мужчиной. Либо не рядом. Да? Может быть, это ваш мужчина, но он куда-то уехал. Либо это мужчина, с кем у вас, например, не случилось, не сложилось, либо вы только вот познакомились. Этот мужчина как-то очень хитро за вами следит, причем следит, используя какие-то технологии. То есть человек может, не знаю, прослушку у вас составить, человек может каким-то хитрым образом просматривать вашу электронную почту, либо просматривать ваши мессенджеры. Да, вот что-то, какая-то хитрость, какая-то технология, вот что-то он использует. Ему важно убедиться, что вы честная, что вы не имеете контактов с другими мужчинами, что вам можно доверять, что вы порядочная женщина. Вот не то, чтобы он вас подозревает, но хотел бы быть уверенным. Вот как-то так идет. Мужчина сам обладает очень таким непростым характером, очень непростым. Может быть, из-за этого он наблюдает, да, потому что характер, в силу характера он не может расслабиться, в силу характера он не может довериться женщине. Вот, поэтому ведет слежку, и вот с каждым новым днем я вижу, что у него улыбка на лице. То есть он просвещается по поводу вас и понимает, что к вам вообще не может быть претензий, что вы просто святая женщина, на вас молиться надо, да, святая девушка. Настолько честная, настолько порядочная, настолько чистоплотная. И вот он прямо аж улыбается, знаете, как кот такой довольно улыбается. Думает: о боже, как же мне повезло, что я с такой прекрасной девушкой познакомился. Да я землю кушать буду, лишь бы добиться ее, лишь бы у нас все с ней было. Он постоянно о вас думает, он постоянно о вас мечтает, прям бредит вами.
Так, девчонки, у кого-то еще отыграется, что мужчине прям кровь из носа нужно про вас понять какую-то вещь, либо узнать о каком-то вашем желании. Вот сдается мне, что он хочет сделать вам подарок. И очень ему хочется угадать, что конкретно вы хотите. Ну, в силу обстоятельств, наверное, напрямую не может вас спросить, вот что ты хочешь, что тебе подарить, что сделать тебя счастливой. И вот думает, вот такой хитрой слежкой, используя какие-то технологии, я узнаю, да, о чем она мечтает. Может, он, кстати, просматривает ваш браузер каким-то образом там удаленно, чтобы понять, да, на какие сайты вы заходили, какие, может быть, там торговые площадки посещали, ну, в интернете я имею в виду, да, какие вещи просматривали. Может быть, он хотел бы узнать, какой у вас размер, да, размер там одежды, либо размер белья. Понимаете, ну вот слежка идет. Что-то он прям ищет, рыщет. Хочется вам угодить, хочется, чтобы вы прям ахнули, сказали: боже мой, как ты узнал? Как ты узнал, что я мечтала именно об этом? Ну, намерения, конечно, благие, но методы и способы, которые он выбирает, ну так себе, знаете, сомнительно. На мой взгляд, сомнительно. Ну, дай Боже, чтобы он угадал, и чтобы он вам этот подарочек преподнес, и вам он очень-очень понравился. Характер. Мне не нравится его характер, девочки. Вам тоже, возможно, не нравится его характер, либо не понравится в будущем. Здесь мужчина все-таки, видите, его показали овном. А у овнов, знаете, какой характер? Загорится, вижу цель, не вижу препятствий. Вот у него эти рога, он будет в эти ворота биться этими рогами, пока либо не вышибет эти ворота, либо себе лоб в кровь не разобьет. То есть такой, знаете, человек горячий, но он очень харизматичный. Он такой притягательный, очаровашка, я бы даже сказала. Кстати, в жизни многого добьется, вот благодаря этому своему упрямству. Но с ним нелегко, девочки, ой, нелегко. Зато в постели будет шикарный, просто. Ну, кто уже был, да, тот знает, о чем я говорю. Вот. Ну, такой интересный, конечно, персонаж. Зажжет вас и вашу жизнь. Вот. В принципе, девочки, подозрений нет, просто ему хочется убедиться, что вы действительно та самая, да, что честная, порядочная и его девочка. И плюс узнать про вас, вот, что вам нравится, что вам интересно. Так, еще здесь вышел человек с косой. Человек с косой. Ну, здесь мужчина с косой. Что-то этот человек скосил. Скосил то, о чем сейчас жалеет и слезы льет. Очень похоже на бывшего. Очень похоже на мужчину, с кем вы когда-то давненько так общались, встречались, либо даже были в браке. Вот он этой косой махал, и вот прям вас от себя и отрезал. Может быть, он это по дурости сделал, может быть, по измене он это сделал, может, еще какие-то обстоятельства были. Мы не будем это ковырять. Но то, что он это сделал, и теперь он эту косу ломает, да, вот как со злости ломает, что вот какой я дурак, какой я идиот, зачем я это сделал, это точно. И вот он за вами, видите, в какую-то дырочку наблюдает, следит. Хотел бы узнать, как вы без него, как у вас жизнь сложилась, одна ли вы, либо вы с кем-то. У него такие мысли, вот хочется заднюю дать, да, хочется развернуться и бежать к вам. Но как-то очень прям некрасиво расстались, и здесь никакой уверенности, что вы его примете. В принципе, он пока просто будет наблюдать и никаких действий не будет совершать. Я вот поняла, что я не посмотрела про этого мужчину, Овна. Я и про этого тоже посмотрю. Ну вот он, мчится, девочки. Он планирует приехать к вам, вот этот, который с противным характером. Даже не то, чтобы противный, он такой... Огонь, понимаете, огонь может и согреть, и обжечь. Вот такой. Слушайте, ну он прям спешит в вашу жизнь, Господи. Он спешит в вашу жизнь. Смотрите, как выглядывает. Ой, девочки, встречу. Вот, смотрите, едет. Да ё-моё, ну ничего себе. Девчонки, смотрите. Здесь, если буквально прочитать эти карты, то я еду, я все понял, я определился, я счастливчик, я жду встречи, я буду его поймальчиком, я ищу тебя везде, я надеюсь, для тебя это будет приятная новость, что я приехал. Я хочу распрощаться со своей прошлой жизнью. Ты мое золото, ты мой клад, и поэтому я еду к тебе. Слушайте, ну хорошенький, молодец. Но, девчонки, я вас предупредила, характер не сахар, не подарок. Так, еще бывшего, да, мы с вами посмотрим бывшего, что тут бывший с косой.
Угу. Но у бывшего какая-то еще женщина есть. Женщина. Есть женщина, и эта женщина его не отпустит. Да, он хочет к вам, но она его не отпустит. Да. Нет. И, кстати, этот бывший, который с косой, он сейчас явно пьет и не в лучшей форме. Ну, не надо. Не надо. Так, дальше идем. Здесь о вас думает какой-то мужчина и какая-то женщина. Сразу говорю, у одних отыграется, что это ваши родители, либо какие-то ваши родственники, а у других отыграется это люди, которые, ну, допустим, у вас на работе, да, занимают руководящие должности. Эти люди за вами наблюдают. Причем, смотрите, как мужчина полностью на вашей стороне к вам расположен, считает, что вы прям дар небес, умничка, красавица, очень работящая, порядочная, ответственная женщина. А вот женщина в вас сомневается. Женщине кажется, что вы что-то скрываете, либо что-то вы не договариваете. У нее какое-то предвзятое отношение к вам. Я не могу сказать, что она вас не любит. Скорее, она, ну, от природы такая, да, может быть, жизнь ее такой сделала. То есть она ко всем относится с подозрением. Да. Может быть, ее там как-то обманули в прошлом, да, и из-за этого она так относится. Но вот они за вами наблюдают, они вам что-то хотят предложить, они хотят вас как-то развивать, продвигать, улучшать условия труда, либо повышать вам зарплату, растить вас по должности. То есть мужчина хотел бы дерево с вами, да, то есть посадить дерево, то есть какую-то долгую работать, да, он на вас рассчитывает. А женщина, вот она сомневается, то ли слона вам предложить, то ли погремушку. Ну, погремушка это, ну, понимаете, да, это типа иди отсюда. А слон это, да, хорошая работа, которая будет приносить вам прибыль. Вот. И вот они постоянно о вас говорят, они постоянно за вами наблюдают, вашу кандидатуру обсуждают, и вот никак не могут прийти к одному знаменателю. Да, вот как поступить. Давайте посмотрим. Может быть, какой-то совет, да? Какой совет вам дадут карты, как вам правильно себя показать в лучшем виде. Ну да, это про работу, ребятки, про работу. Работа, какой-то вид занятости. Смотрите, все-таки мужчина возьмет свое. Мужчина будет решать ваш вопрос, мужчина к вам расположен. Смотрите, карта профессии, карта мастера. И здесь по аисту, видите, ребенок, аист ребенок. То есть это новое предложение, причем предложение очень крутое, очень крутое. Но мужчина, да, здесь мужчина решит, он женщину убедит, что вы лучшая и что нужно именно продвигать вас. Так, и еще один момент, про который я должна сказать. Для тех, кто замужем и у кого есть свекровь. Свекровь, которая ведет себя странно. Странно, непонятно, мутно, я бы даже сказала. Вот ваша свекровь, она еще та лисичка. И эта свекровь, она за вами следит с целью... Вот у нее есть убеждение, что вы сыну ее не подходите, да? Что вы неподходящая партия и что вы что-то скрываете. Вот смотрите, она сама лиса, но при этом думает, что это вы лиса. И вот она за вами постоянно следит и прям ждет, пока вы допустите какую-то ошибку, чтобы схватить вас за руку и громко-громко кричать, да, об этом. Но тут мне больше идет как материнская ревность. Чисто к вам претензий нет, вот как к человеку. А здесь больше вот как материнская ревность. Она просто очень сильно ревнует своего сына. Возможно, она была не готова, что мальчик вырос и хочет жениться. Но вот так случилось. Хитрая лиса, сейчас я еще посмотрю. Я не вижу какой-то опасности. Я вижу, что вы своим добрым нравом, своим таким кротким нравом, хорошим отношением, уважительным поведением, вы добьетесь ее расположения. Но на это время, к сожалению, уйдет. А пока она за вами следит, присматривается. Кстати, соседи может опрашивать, там, что вы, как вы, с кем вы. Да, такую подрывную маленькую деятельность ведет. Кстати, ваш мужчина, ваш муж вас перед ней защищает. То есть он говорит: мама, не лезь, не трогай, не лезь в мою семью. Не надо, не стоит оно того. Смотрите, эта женщина рано или поздно все-таки поймет, какое вы золото, какой вы бриллиантик и как повезло ее сыну. То есть она как бы это оценит. Но это опять же со временем. А пока она прям строго за вами будет следить,
она будет прям, да, видите, следить, с лупой будет ходить, правильно ли вы там супчик сварили, борщик правильно ли сварили, хорошо ли вы постирали. Соседей может опрашивать по поводу вас. Да, будет вас подозревать, до конца будет подозревать, пока не убедится, что вы очень классная. Вы чем-то, кстати, на нее похожи. На нее, может быть, по характеру похожи, может быть, по вот активности, да, вы очень активная, заботливая. Она это поймет со временем. Так что, девочки, уважительно, близко не подпускайте, но уважительно, спокойно с ней общайтесь. Поверьте, время лечит, и вашу свекровь тоже вылечит. Еще отношения наладятся, еще вы подружитесь и будете действительно полноценной семьей. Так, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.